Булат, салям. Салям. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит Рамадан? Рамадан — это священный месяц для мусульман, и я как мусульманин, соблюдая пост, и считаю, что это очень важно проявлять милосердие к людям, проявлять доброту именно. Это такой особый месяц для мусульман, когда, скажем, ты становишься более духовным, да, более приближенным к исламу, и это очень важно, я считаю, для для любого человека. Прошло уже почти 20 дней поста. Какой день был самый сложный, может быть, самый запоминающийся? Какие советы можешь дать остальным? Ты просто должен, так скажем, прожить это ощущение, да, понять то, что есть, так скажем, люди на планете, которые голодают на постоянной основе, вот, и когда ты соблюдаешь пост, ты, проникаешься этим, понимаешь, каково это, вот, и в первую очередь должно быть осознание того, что для чего ты это делаешь, ты это делаешь для Аллаха, то есть это предписание свыше, которое надо выполнять. Что для вас значит Рамадан? Для меня Рамадан значит, скорее всего, очищение. Когда держишь пост, понимаешь, насколько ты весь день просто не то, что это как еда, а просто ты очищаешься от внешнего, понимаешь, что не только нужно не есть, не пить, нужно не думать даже мысли плохие. Сразу себя ловишь на мысли я что-то там, не знаю, уронил, грязь какую-то, надо за собой собрать, потому что такой месяц нужно всю грязь за собой подбирать. И даже когда с кем-то начинаешь ругаться, сразу вспоминаешь, Аллах примет ли мой сегодняшний пост, потому что я не совсем так вела себя. Потом, что еще? Могу сказать, что я начинала только с 3 дней поста, это еще уже давно, лет 10 назад. Вот. И, конечно, они давались вообще. Мне казалось, что нужно все в омовении быть. Но на самом деле, когда с годами понимаешь, что не настолько важно омовение, сколько нужно внутреннее состояние на месяц Рамадан. Если намерение в душе, оно чистое, то Всевышний примет. А если уже с какими-то плохими намерениями будет, то человек уже, наверное, когда касается к религии, он понимает, что у него нечисто. Когда заканчивается месяц Рамадан, особенно я по тому году могу сказать, мне было обидно, что неужели этот месяц уже завершился. И вроде кажется, думаешь, ой, скорее бы устали, что-то в этом месяце пришла усталость, но когда он завершается, становится грустно на самом деле. Что для вас значит Рамадан? Это время, когда мы можем обратиться к себе, к внутреннему я, к Богу, к религии, к своим корням, к истокам. Вот. Не всегда, правда, получается держать пост, но когда получается, конечно, держим. Я бы пожелала постящимся сил, веры, чтобы их пост был принят. Исянмисес, Руслан. Скажите, пожалуйста, что у вас сегодня запомнилось из речи Хазрета? Хазрет очень интересно рассказывал, особенно все, что связано с историей, все, что связано с судным днем, сколько там дней он будет длиться. Это все, весь этот скажем так, рассказ мне понравился про архангелов, кто был первым, кто был учителем пророка. И тоже это я не знал. И ждал, когда ответят, поэтому мне это запомнилось. А как вы считаете, нужны ли такие встречи, ифтары здесь? Я думаю, да, ифтары нужны, тем более в месяц поста. Поэтому, и как опять же сказал Хазрят, что это вообще благое дело, ифтары все вместе нам собираться, да, и хорошо, что у татар сохранилась такая традиция. Я думаю, от таких мероприятий будет только польза, поэтому, конечно, всеми руками за. Что запомнилось? Запомнились, как обычно, люди прекрасные, с которыми мы делимся опытом, рассказываем о прошлом, о настоящем. Кто-то рассказывает, каким бизнесом лучше заниматься. Поэтому гости, которые планируют заняться чем-то материальным, могут прийти сюда и найти своих единомышленников. Конечно же, самое основное — это Хазрет, который читал и рассказывал хутбу, где мусульмане берут пример и, грубо говоря, инструкцию жизни
с помощью таких людей, как сегодняшний Хазрят. Да, я считаю. Да, прекрасный был вечер, очень интересный. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот такие ифтары, они нужны? И важны ли они? Такие ифтары нужны, важны и необходимы. Здесь много очень студентов, которым было бы хорошо после учебы прийти на ифтар, пообщаться, уйти от рутины студенчества, учебы, обсудить что-то, пообщаться, попить чай, покушать в первую очередь. Вот, поэтому, конечно же, да, необходимо и нужно проводить ифтары. А чего ты можешь пожелать нашим постящимся? Поститься с раннего возраста, как можно раньше, потому что первые посты Рамадана, они тяжелы для организма, для человека, в первую очередь психологически, потому что человек без воды день спокойно может прожить, без еды элементарно, но мозгу прожить этот день очень тяжело. И психологически ежегодно у тебя мозг адаптируется к таким условиям, к таким ситуациям, что ты просто своей силы воли запрещаешь себе прием пищи и воды. И стабилизируется норма. Поэтому поститесь и тренируйте себя, чтобы вы в следующий Рамадан держали пост. Награда будет как религиозная, так и оздоровительная, потому что медицина доказывает, что Рамадан это полезно. Пусть Аллах примет все наши посты, благие деяния, молитвы, дуа. Вот. Всем желаю благословенного месяца Рамадан. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.